Чеченцы всегда всем рассказывают о каких-то войнах, и что они всегда воевали против захватчиков. Оказывается, захватчики для чеченцев – это кавказские народы, которые им помогали в трудную минуту. История нам показала, кто такие чеченцы на самом деле. Грузины, наши вековые соседи, поступали по-горски и помогали ингушам и чеченцам, когда возвращались из депортации. Чеченцы их отблагодарили в 1993 году в Абхазии и в 2008 году в Южной Осетии. Российские солдаты покидают Грузию. Их миротворческая миссия завершена. Батальон специального назначения «Восток», дислоцирующийся в Чечне, начал свою войну 8 августа в Цхинвале, а завершил 14 в Горе. Как они сами рассказывают, батальон полностью деморализовал грузинские войска. Мнение о тбилисской военной машине весьма разочарованное. Хорошо оснащенное, укомплектованное, новейшее у них вооружение, но душка нету. Для остальных кавказцев, которые ингушей считают одним народом с чеченцами, скажу вам одно: ингуши не чеченцы. Мы не предаем наших братьев и не убиваем тех, кто нам помогал. Мы будем препятствовать прохождению войск через Ингушетию, которые идут в сторону Чечни. Пропускать через себя той силу, которая будет принесла своих братьев, это не по-горски, не по-братски. А все было разыграно для того, чтобы выманить Дудаева. И в 1992 году его проблему закрыть силовым путем. И все думали, что Дудаев пойдет на помощь ингушам, так как войнарский братский народ. А Дудаев сказал: это внутренняя проблема России, Чечня не вмешивается, мы независимое государство. В декабре 1825 год главнокомандующий приказал коменданту Владикавказа полковнику Скворцову, чтобы сколь можно поспешнее склонить и вооружить назрановских ингуш для действий против мятежных чеченских деревень. Однако, почти двухмесячная деятельность Скворцова и ингушского пристава майора Ц. Клаурова закончилась неудачей. Ингуши категорически отказались воевать с чеченцами, заявив, что между ними родство и связи. По приказу главнокомандующего 500 казаков и 100 отборных чеченцев совершили налет на прилегающие к Сунже-Карабулакские ингушские селения, чтобы наказать их за отказ участвовать в экспедиции против чеченцев и за проявленное ими сочувствие к повстанцам Бейбулата. Из-за внезапности налета горцы не сумели организовать сопротивление. Несколько селений было уничтожено, отогнано большое количество скота. Рапорт командующего войсками левого крыла Кавказской линии генерал-лейтенанта Евдокимова военному министру генерал-адъютанту Сухозанету о военной операции по переселению жителей ингушских аулов и хуторов в крупные населенные пункты на местах, определенных российской администрацией. 3 ноября 1858 года. Имея в виду постоянно тревожное положение военно-осетинского округа, главнокомандующий приказать изволил поселить правильным образом в большие аулы туземцев Назрановского, Галашовского и Карабулакского обществ, уничтожить аулы, лежащие в глубине лесов по верховьям Асы и Фортанге, которых жители постоянно занимаются разбоями, наконец проложить удобное сообщение в верховьях Асы, дабы иметь ближайшее сообщение с вновь покорившимися обществами, живущими между верховьями Терека и Аргуна. Вместе с тем я предписал наибу Малой Чечни Саибдуле собрать партию вооруженных чеченцев и делать набеги на непокоренные нам хуторы и аулы Шагот-Кох, Даттых, Озере, Мереджи и прочее, в которых гнездятся обреки, беспокоящие край разбоями. Войскам дано 3 дня для приготовления сухарей. Чеченская милиция отпущена на праздник Байрам. Чеченская народная милиция. Одна из так называемых иррегулярных частей Кавказского корпуса. Это были наспех сколоченные туземные отряды численностью 300-500 человек в каждом. Руководили ими, как правило, обиженные соплеменниками и оказавшиеся неудел представители местной знати. В качестве платы за труд милиционеры наделялись правом беспрепятственно грабить завоеванные аулы, а также получали прощение за прежние грехи. Ермолов. По правде сказать, не имел я ни малейшей надобности всей сволочи, но потому приказал набрать оную, чтобы породить вражду к ним и поселить раздор, полезный на будущее время. И еще хотел я занять молодых людей, которые, будучи праздными, могли быть вредными. Ни дисциплиной, ни преданностью милиции не отличались. Но это было не так уж и важно. Ермолов пускал милиционеров впереди войск и с задачей уменьшить потери среди русских
они справлялись успешно. Тогда же приказал я 500 казакам и 100 отборным чеченцам скрытно дойти до Сунжи и спалить еще и тамошнее население. Войска исполнили поручение в точности и вдобавок пригнали стадо скота. Так и закончилась наша экспедиция. Грамотный военный человек, пусть сюда приходит. Если он мужчина, пускай один сюда заедет. Мы покажем ему. Женщины мы сами ему сделаем, что надо. Пускай далеко не кидают сюда ракеты. Шакалы, крохоборы они все. Мы доберемся до него. Наши ребята доберутся до него. Ничего. Бог, наши ребята доберутся до него. Путин! 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 Давай. Сегодня мы вышли сказать слова благодарности нашему великому патриоту, нашему национальному лидеру, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину, что мы действительно помним и никогда не забудем те самые трудные дни, которые были у нашего народа, и как нас поддержал наш президент Владимир Путин. Создание Кавказской Федерации без внутренних границ. Вот и чехлях каждый изует. Все уже, все проблемы решатся сразу наши. Да. Что он вы до активный мадуй вы? Вы активный халыр баандолш, вы держишь дебр дуй. Дерду. И ночи, допустим, 100-200 жилищ. Да. Камел да отсюда. Сундейлы, хаскамельдюш, вы бусурду, вы цааду, вы бусхена, цахила, вы действительно хылы, халх, томбачхена. Да. Гала, вы дуаличхылы в русских войсках. Аварцы были с нами, аварские дружины. Умадуев, Зумсар, Альбек Хаджи, Массуды, восстание Мельяхнах, обращались всегда к аварцам за помощь, аварцам, даргинцам. Почему мы бы должны бояться выпрашивать свое? Они соглашаются с ними. Буэсер согласился с ними и промолчал 23 февраля, как обычно. Ишь там, да, ну тут, знаешь, тут тоже надо одним грамотных людей сказать. Если мы Кавказской Федерации ездил, Руслан Кутаев выдвинул эту идею, надо создать Кавказскую Федерацию без внутренних границ. Это как понимать? Ну, чеченская территория, аварская территория больше, и внутренние границы. Еще я тебе отменить надо нахрен эти внутренние границы. Да. Нохчих узл иш массу, но нохчих сан пассионарный, мабатуш таа. Действительно, Ауховский, Махачкала, мы подомнем всех тогда. Да. Поэтому грамотно надо делать. Земля, да пожалуйста, забирайте там, всю Чечню присоединяйте к Дагестану, пожалуйста. Давайте сделаем Кавказскую Федерацию общую. Вот, Южный федеральный округ Ляц, вот, Волга, Дон и Кавказский хребет. Вот весь этот Южный федеральный округ, это есть объявить Кавказской Федерацией. Без внутренних границ. Не Аварская, не Лакская, не Лезгинская, и Уждадех. Да, идеальный. И для все, ночи Бержерду сразу. Они Аух подомнут, и даже Махачкалу подомнут. Граничная, что не sayılır? Граничная, внутренний граничная. Вот, вы бусурнахту, мы мусульмане, мы одни кавказцы, у нас генетически один корень. Из ваших Хаскамяльдович, ты. Да. Внутренние границы надо убрать. Да, и
Пока есть внутренние границы, всегда будут споры. Да, а внутренние границы поставили в Кремле. Там поставили. В Кремле, да, специально, чтобы нас ссорить. Да. Раньше мы жили спокойно, халық действительно, мы вот туда ездили, там, поселялись где кто хочет, у Адыгова, на берегу Волги мы, чеченцы, жили.